Занизили никого. Искусственно занизили число жителей в республике, довели его до 70 тысяч всего лишь. Якобы на русскоязычном населении только 70 тысяч. В то время, когда у нас только в городе Грозном пенсионеров 170 тысяч русскоязычного населения. Планы страшные. Меня обвиняют, что якобы я ложная, даю пропаганду, информацию. Не я подписывал план эвакуации, так называемая эвакуация, а на самом деле план депортации. Вы можете ознакомиться. Вот решение от 1 декабря. И посмотрите, что в этом плане. Куда эвакуирует граждан Чеченской Республики. Пункт. А обложку можно посмотреть? Пожалуйста. Запомните, распоряжение номер 1887-Р от 1 декабря, город Москва. За подписью Черномырдина. Подпись, пожалуйста. Печать. Есть. А вот план, приложение к нему. Читайте пункт 8. Организовать размещение на постоянное место жительства и трудоустройство беженцев. Депортирует куда? Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую, Оренбургскую, Ульяновскую областей и эвакуированных под видом эвакуации. Сперва ракетами, бомбами уничтожают здесь все, выталкивают отсюда людей, это называется беженцы, их эвакуируют, а далее на постоянное место заселяют их туда. Вот очередной план. Это копия плана, все пункты взяты из плана депортации чеченского народа в 1944 году. Даже питьевую воду. А вот второй план. Это уже постановление правительства от 9 декабря, номер 1361, город Москва, 94 года. О некоторых мерах... Подпись можно? Да, там посмотреть. Пожалуйста. И печать. Пожалуйста. А вот посмотрите пункт, что гласит. Под видом заботы восстановления нашей экономики. Вот посмотрите. Федеральной миграционной службе России, 24 пункт. В месячный срок определить потребность в создании на территории Чеченской Республики центров временного размещения беженцев. Зачем центры создавать там, откуда люди убежали? Они могут прийти в себе дома. И вынужденных переселенцев. Обеспечить при реализации федеральной миграционной программы первоочередные функционирование, финансирование мероприятий по комплексному расселению беженцев и вынужденных переселенцев. Для чего комплексно расселять беженцев? Значит, беженцы, которые находятся в России, восстановить функционирование Аргунского заповедника и Республиканского драматического театра. Вот вся наша задача. Реализация поставленной задачи. Кто ее провоцирует? Федеральное собрание, парламент Российской Федерации, аппарат Государственной Думы. Этот пакет изъят у офицера ФСК, арестованного в период его доставки. Куда доставляют? Вот посмотрите. Натеречный район Чеченской Республики, село Знаменское, Временному Совету. Причем пакет уже заготовленный с факсимильным. Видите, Временному Совету уже пакет подготовленный уже заранее. Вот этим занимается Дума. Кто подписывает? Митюков. Первый заместитель. Парламента. Мы с Владимиром Вольфовичем завтра в Думе поставим вопрос, чтобы объявить чрезвычайное положение в зоне чеченского бунта. Выселим на основе закона, вернее, эвакуируем гражданское население на основе закона о чрезвычайном положении, расселим гражданское население, значит, дадим возможность пенсионерам получать зарплату, кто хочет работает, пусть детям в школу пойдут, чеченцев 300 тысяч молодых людей призовем в армию, у нас Северный Ледовитый океан, охранять некому. После этого введем войска и на основе закона о чрезвычайном положении будет исполним неотвратимость наказания. То есть военно-полевые суды, применим все виды оружия, добьем
Ну, если надо, я тоже внесу свою лепту с части зрения медицины. То есть вы считаете, что это реально, да? После этого вводим население, ремонтируем все нормально, законные органы власти, а потом, может, и Владимир Вольфович говорит, надо провести референдум. Вели чеченцы иметь собственную автономию. Слишком дорого их свободолюбие для нас. Вы считаете, что это реально, да? Но это единственный способ только вот, именно ликвидировать вооруженных боевиков. Их всего 4-5 тысяч, но почему должны миллионы страдать, тем более психологически. Каждый день по всем каналам Чечня, Чечня, ну дети уже вздрагивают. Надо запретить вообще эту тему.